что мы свои деньги вам несем, а вы наши деньги себе забираете. Отношения между управляющей компанией и жильцами накалены до предела. Претензий к коммунальщикам много, подрыв доверия, хищение средств по начислению за отопление. Где наши 2 миллиона, спрашиваю? Вам был сделан перерасчет. Где? В октябре 2015 В 2016 году он закончился, постоянно 16 год, сентябрь месяц, 2 миллиона переплаты. Мы не можем им вернуть на руки эти деньги по перерасчету, а потом заново начислять. Поэтому как бы в счет-фактуре это виден перерасчет с минусом. И каждый месяц, когда начисляется, уже сумма начислений фактического месяца вычитается. По версии управляющей компании, никакого хищения средств не было, и деятельность их прозрачна. Жильцы просто недопонимают схему перерасчета. А это уже протоколы о выборе управляющей компании 3 домов по улице Хади Такташ. Подписи жителей присутствуют, но каждый автограф похож на другой, утверждают они. И говорят, что документ в глаза не видели. Вообще никто из жильцов не видел никакие акты передачи. Совершенно очевидно, что все протокола были нарисованы одной рукой. То есть почерк один и тот же, и подписи одни и те же. Самое большее по последнему акту проверок была вода всего лишь 45 градусов. К подрыву доверия еще и претензии к качеству услуг. Жильцы с октября прошлого года добиваются пересмотра договора с управляющей компанией. Хотят на руки получить акты выполненных работ. Деятельность ее непрозрачная, потому что суммы выставляются баснословные. Услуги на эти деньги мы не получаем, поэтому я считаю, что из ряда вон работает управляющая компания. Управляющая компания просто отказалась подписывать договор, в которых указаны акты выполненных работ и ежемесячное их представление мне как председателю совета многоквартирного дома. Жильцы просили предоставлять акты о выполненных работах. Я вам еще раз говорю, это вопрос не касается. Акты выполненных работ это к вам. Все, Уборка это к вам. Это уже реакция одного из руководителей управляющей компании. На вопросы здесь отвечают с неохотой. Я не буду сейчас представляться, я интервью не даю вам, потому что... Хорошо? Такое случилось лишь однажды после обращения в прокуратуру. Госжилинспекция, куда мы обратились за комментариями, отмечает, процедура не должна быть такой сложной. С конца 2015 года вышел новый акт выполненных работ, новая форма, в котором именно указано, что собственник должен подписать его. То есть это есть. Жильцы уже устали биться в закрытые двери и сами решили подобрать ключи к решению проблемы. В марте жильцы этого дома создали свое ТСЖ и сейчас ждут признания от Госжилинспекции. Если ответ будет положительным, то на этой территории управляющая компания уже будет бессильна. Альбина Минибаева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.